Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В Якутии, по официальным данным, подано более 23 тысяч заявлений о предоставлении земельных участков по федеральному закону о дальневосточном гектаре. А как исполняется закон и какие нарушения выявляются, спросим у прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Республики Марка Федорова. Марк Иосифович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как бы вы охарактеризовали в целом исполнение закона на территории республики с момента его реализации? Федеральный закон от 1 мая 2016 года, номер 119, регламентирует особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности гражданам, в пользование, а в дальнейшем и в собственность земельных участков для различных целей, в том числе для индивидуального жилищного хозяйства, для личного подсобного хозяйства, для ведения сельского хозяйства. Реализация данного закона, вообще цель данного закона является эффективное развитие региона в целом, его социально-экономической и демографической составляющей. Данный федеральный закон реализуется на территории Дальневосточного федерального округа. Но опять же, если обратиться к статистике, то решение о заключении договоров пользования земельными участками принимается по менее чем половине заявлений поданных. С чем это связано в основном? Более 5000 заявлений отзывается заявителями, это не запрещено законом. Более 7000 заявлений отклонено уполномоченными органами. Основными причинами принятия решения об отказе в предоставлении земельных участков являются такие причины, как пересечение испрашиваемой территории с уже зарегистрированными земельными участками, также нахождение земельных участков на территории общего пользования, это автодороги, это лесопарки, а также нахождение земельных участков в зоне защитных лесов лесного фонда. Каждый факт отказа в предоставлении земельных участков проверяется органами прокуратуры на постоянной основе. В случае, если предоставление земельного участка не может быть по объективным причинам, то уполномоченными органами проводится работа по установлению границ земельного участка, по корректировке земельных границ. Где есть закон, там есть и нарушения. Много ли нарушений выявляется в ходе надзора за исполнением данного закона о дальневосточном гектаре, и какого рода нарушения выявляются в основном? Надзор за исполнением данного закона является одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры республики. На сегодняшний день выявлено свыше 400 нарушений закона, принято более 200 мер реагирования, к административной ответственности привлечено более 30 лиц. Основными нарушениями является несоблюдение сроков рассмотрения заявлений о предоставлении земельных участков. По каждому факту нарушения рассмотрения сроков виновные лица привлекаются к административной ответственности. Также имеются факты предоставления земельных участков в нарушение действующего закона. Например, в 2019 году Якутской природоохранной прокуратурой в Алекминском районе выявлен факт предоставления земельного участка, находящегося в границах защитных лесов. По принятым мерам реагирования земельный участок возвращен государству. В 2019 году прокуратурой города Нерюнгри выявлен факт предоставления земельного участка, находящегося на территории опережающего социально-экономического развития, что запрещено законом. Прокуратурой города внесено представление по данному факту, которое рассмотрено и удовлетворено, и земельный участок возвращен непосредственно государству. Вот такие нарушения обычно выявляются. Один из острых вопросов, которые возникают и у уже владельцев участков, и у тех, кто только планирует им обзавестись, это необходимая инфраструктура. Как обстоит дело с обеспечением предоставленных гражданам земельных участков всей необходимой инфраструктурой для дальнейшего его развития? Согласно статье 8 Федерального закона номер 119, обеспечение инфраструктурой возлагается на органы госвласти и органы местного самоуправления. Вообще, в случаях, если земельные участки находятся смежно или компактно на территориях, на которых земельные участки представлены более 20 гражданам, то в таком случае государство содействует в обеспечении инфраструктуры. Согласно информации Министерства имущественных и земельных отношений, на территории республики имеется 12 агломераций.
на которых предоставлено более 2000 земельных участков более 3000 граждан. В настоящее время ведется работа по обустройству инфраструктуры по 4 агломерациям. Сумма финансирования составляет более 177 миллионов рублей. Целевое расходование бюджетных средств находится на постоянном контроле органов прокуратуры республики и финансового контроля. Но вот вы отметили, что агломераций 12, а работы ведутся только по 4 агломерациям. С чем это связано? Почему работы ведутся только в 4 местах? Работы по строительству инфраструктуры. Действительно, имеется ряд недостатков. Это, во-первых, отсутствие нормативно-правовой базы по учету агломераций в целях их дальнейшего включения в госпрограммы для финансирования. Так, на 2021 год отсутствуют вообще какие-либо планы графики по развитию инфраструктуры, а также какого-либо финансирования, в связи с чем 25 ноября 2020 года исполняющим обязанности прокурора республики Ивановым Айдаром Лазаревичем внесено представление в адрес председателя правительства республики, которое находится на рассмотрении. Но вот кроме этих проблем строительства инфраструктуры, какие еще проблемные вопросы имеются в настоящее время при реализации данного закона, и что бы вы посоветовали гражданам в отстаивании своих интересов? В федеральной информационной системе на Дальний Восток отсутствуют полные сведения о правовом режиме земельных участков. Например, гражданин, когда заходит в информационную систему на Дальний Восток в поисках земельного участка для дальнейшей подачи заявления, не может видеть все ограничения, установленные законом, в связи с чем в настоящее время имеется необходимость синхронизации базы данных Единого госреестра недвижимости с базами данных органов местного самоуправления и органов лесного хозяйства. В настоящее время уполномоченными органами ведется работа по наполнению базы данных с базами данных иных органов местного самоуправления и органов лесного хозяйства для того, чтобы в дальнейшем уменьшить количество решений об отказе в предоставлении земельных участков. Марк Иосифович, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Это была программа «Актуальное интервью». Как исполняется федеральный закон о дальневосточном гектаре и какие нарушения выявляются? Мы об этом спросили сегодня у прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и соблюдением прав предпринимателей прокуратуры республики Марка Федорова. Берегите себя, обязательно носите маски, соблюдайте социальную дистанцию в общественных местах и как можно чаще дезинфицируйте руки. До встречи в эфире.